Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова Карина. Сегодня у нас вот такой мистический любовный оракул. И тема тоже замечательная. Вернется ли человек и будете ли вы вместе? То есть какая вообще вероятность возвращения этого человека в вашу жизнь? Хочет ли этот человек отношений? И причина разрыва? И все-таки какими будут отношения? А может быть, нужно и получить советы, предупреждения по поводу ваших отношений. У нас с вами будет 3 позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад. Вы его нашли на просторах интернета, и значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, первая карта покажет ваши чувства к этому человеку, чтобы вы могли сориентироваться, а правильно ли вы выбрали позицию. Если несколько позиций вам подходят, смотрите все. Но если они противоречат друг другу, то лучше выбирать ту позицию для, так скажем, обозначения, которая все-таки вам как-то ближе по душе, особенно ваши чувства. Ну и также многие выбирают по камушкам, но это не для критики, потому что лучше выбирать по своим чувствам. Итак, выкладываем 3 карты, 3 позиции. Ваши чувства к этому человеку. И дальше смотрим, а какие у него чувства к вам. Итак, первый камень у нас с вами это... забыла. Я забыла его название только что. Я все время забываю. Я сейчас вспомню. Каждый день я его забываю. Вторая позиция Корнелиан. Вот такой интересный. Я его называю с кровавой полосой. И третья позиция тигровый глаз. Ну, такой необычный в крапинку вообще. Впервые увидела и купила. Итак, первая, вторая, третья. Халцедон. Камень Халцедон номер 1. И те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Итак. Человек ушел или вы расстались. Все как-то плохо. И вот вы смотрите, значит, вернется ли, не вернется, будете ли вы вместе. И первый это халцедон. Такой прикольный прям камень, я не знаю. Ну, похож и на морскую волну, и на небо. И вообще, ну, супер, конечно. И первая карта. Ваши чувства сначала смотрим, да? Ваши чувства к человеку. Ну, вот смотрите, вы испытываете безопасность и комфорт. То есть карта явно показывает, что этот человек как-то вот, отвечает вашим запросам в жизни, и рядом с ним вам хорошо. Ну, просто хорошо и все. Скорее всего, вы любите этого человека, он дарит вам все самые хорошие чувства, вам с ним удобно, вам с ним спокойно, вам с ним приятно. Вот если вы ощущаете именно такие чувства к человеку, то позиция ваша. Безопасность и комфорт, ваши чувства. То есть с ним вам очень хорошо. Если это не ваша позиция, вам следует выбрать другую по своим чувствам. Ух ты, карта перевернулась для вас. Интересно. Ну, тут идет как будто бы как оберегает, да, свои какие-то секреты, что ли. И мне кажется, карта перевернулась не зря. Вероятно, есть какая-то тайна, которую вы не знаете, вот именно в ваших отношениях, что-то такое, чего вы не учитываете. Или есть секрет, может быть, человек, как сказать, ему приходилось лгать, чтобы сохранить эту тайну. И карта перевернулась, то есть это знак для вас. Вот отдельно есть какая-то тайна, которая влияет, даже я бы сказала, негативно на ваши отношения. И вам вот надо прямо это как-то разведать потом, а что это такое, что за тайна такая, да? Итак, его чувства к вам давайте смотрим, значит. Ну, я здесь вижу как будто бы расторгнутый союз, да. То есть так и есть. Так и есть. Нет доверия, да, расторгнутый союз, расторгнутое доверие, что ли, разбитое доверие, да. Я так понимаю, что этот человек, скорее всего, переживает очень сильно. Он обижен. Может быть такое, что он действительно вам не доверяет. И мое мнение, что раз не доверяет, раз потерял с вами вот
контакт, да, то вам нужно задуматься об этом. Задуматься. Вот, понимаете, у вас даже видно, насколько разница. Этот человек либо думает, что вы его обманули, либо сам обманывает. Либо он нарушил ваше доверие, либо вы нарушили его доверие, да? Вы комфортно себя чувствуете в безопасности с ним. Понимаете? Он переживает как разрыв, да? Разрыв. Я отдаю тебе обратно там, да, вот там кольцо. Понимаете? И хочется вроде бы удержать, хочется вроде бы, но есть что-то плохое, что случилось, очень плохое с его стороны. И, конечно, да, с одной стороны, у него, может, и остались чувства, но с другой стороны, это обида. И он не доверяет. Значит, ему кажется, а вдруг вы нарушили, да, это доверие? Или он нарушил ваше доверие и понимает, что как я могу строить с человеком доверительные отношения, если я предал человека, человек мне теперь не будет доверять, я не смогу верить этому человеку, вдруг отомстит, да? Тоже ведь такое может быть. Хорошо. Какие у этого человека намерения по отношению к вам? Ну, все-таки дать шанс, да? Ну вот дать шанс этим отношениям. Хорошо. Если он даст шанс, да? Если все-таки он решит дальше быть здесь, если он, так скажем, рискнет, да, как на карте написано, рискнет, будет азартным, то какие ваши действия должны быть для возвращения этого человека? Или ничего не надо делать? Давайте посмотрим. Ну, вот карта показывает хорошее время, и карта показывает видеть, да? Ну, так получается. Карта говорит о том, что сейчас все-таки вам как-то нужно. Вам как-то нужно либо пообщаться с этим человеком, либо обратить на себя внимание, либо, может быть, применить, так скажем, свою чуйку, да? То есть понимая, что сейчас неплохое время для того, чтобы вот вы бы с ним как-то пообщались, вот что-то. Но именно вот, смотрите, мы же с вами делаем общий расклад. Вам нужно вот прям применить свою интуицию, чтобы понять, а какое вот это хорошее время, когда нужно вам с ним поговорить. То есть все-таки ваши действия нужны. Чего вам надо избегать? Так, музыка. Интересно. Некоторое ваше вдохновение. То есть не надо перед ним, вот, как сказать, как по нотам, да, шпарить и типа вот так вдохновленно. У нас будет вот это. Вот так не надо. То есть вот какие-то вот такие вот прям повышенные вот эмоции, вот это, знаете, вот когда вот человек прям говорит что-то вот такое, это, наверное, не надо. Нужно как-то поскромней. Нужно как-то вот не с таким энтузиазмом, да. Причина разрыва, по мнению этого человека. Надо же докопаться нам с вами до истины, да, до истины. И тут у нас бывший любовник и старая искра. Ну, может, этому человеку показалось, что бывший человек к вам неровно дышит, и вы тоже. И что между вами что-то есть. То есть все-таки ревность здесь присутствует. С другой стороны, это может быть и его бывшая возлюбленная. Старая искра какая-то, да, заискрилась. То есть, может, к нему подмазывалась бывшая, и вы разошлись в итоге, да? То есть вы ему устроили, может быть, скандал там, и типа, иди тогда к ней. Но это же не значит, что, ну, что на самом деле все было так плохо, да? Хочет ли этот человек отношений с вами и вероятность его возвращения? Хочет ли отношений? No contact. No contact. Нет. Как бы типа не то, что нет. Не то, что совсем нет. А как будто бы, ну, как что-то побаивается, да? Ну, так получается. Поэтому вам и надо
с ним, ну, как-то поговорить. То есть он готов рискнуть-то ведь, да? Мы с вами обсуждали. Но пока у него как-то тишина и нет контакта с вами. А может быть, он переживает из-за того, что не может с вами связаться, пообщаться, и поэтому вот эта вся история. Дальше, значит, вероятность возвращения I'm sorry. Прошу прощения. То есть прошу прощения, да? Человек может извиниться, принести свои извинения. Если, получается, вы все-таки как-то выйдете с этим человеком на связь. Но я еще раз повторю, прям нужно почувствовать для этого хорошее время. Не то, что вот он не хочет совсем, но контакт, это не обязательно, что он совсем не хочет. Но, может, сейчас чувствует вот такую тишину давящую, да, что а как я рискну, если ничего нет, да? Если мы вообще там не контачим друг с другом. Какие будут у него с вами отношения? И самое интересное, это совет или предупреждение для вас? Ага. Деньги, финансы. Какие у вас будут отношения? Как будто что-то с деньгами еще связано. Может, богатые. Вот вы знаете, бывает такое, что, видите, в future у людей есть будущее. Но мы видим в этом будущем еще и финансы, деньги. И мое мнение, что все-таки эти отношения каким-то образом привлекают финансы. Допустим, если вы вместе, вы более удачливы. Либо в этих отношениях нужно будет постоянно думать о деньгах. Либо эти отношения будут скреплены с помощью дополнительных финансов. И вот смотрите, ваш близнец, да, soulmate, это близнецовая душа или как вторая половинка. То есть идет совет или предупреждение. Предупреждаем, это твоя вторая половинка. С этим человеком еще не все закончено. С этим человеком еще нужно общаться. Потому что у вас может быть какая-то вечная любовь ваших душ, да, сквозь года. И поэтому, да, есть здесь будущее. Но я говорю, что у вас что-то произошло. Плюс есть какой-то секрет. Разберитесь в этом. Но видно, что перспектива есть все равно. Вот несмотря ни на что. Ну, такой интересный ответ получился. По самой первой позиции. Интересный оракул. Пишите, как вам оракул? Насколько понравился? Вторая позиция и наш Корнелия. И первая карта – это ваши, именно ваши чувства к человеку. Еще бы вот мои когти могли брать карты. Вот так переверну. Ой, как тут интересно. Здесь так раз. И такая прям карта, как будто даже боковая. Я вот люблю всякие такие очень художественные карты, знаете, вот все равно знак тут есть, что в каком-то смысле вы ждете этого человека, но вы не уверены в себе. У вас из-за этого человека чуть-чуть упала самооценка, но карта показывает, что вы все равно не мечтаете. Ну вот даже судя по карте, ну мы же на нее должны взглянуть, ну вот прям видно, что скучаете, видно, что ждете, видно, что мечтаете. И несмотря на то, что вы не уверены ни в чувствах, ни в том, что будете ли вы вместе, что даже человек, может, как-то проехался, да, по вам, но это все равно не говорит, что вы совсем не испытываете ничего, да. Это говорит, что вы чувствуете. Просто, может, было какое-то оскорбление, может быть. Его чувства по отношению к вам. Вот если вы себя узнали, это ваша позиция, да. Не то, что оскорбление, может, из-за него просто понизилась самооценка, вы же там, что-то расстались, да. А вот у него идут прям такие романтические чувства. То есть человек испытывает к вам любовь. Вот у вас ожидания, скорее вы его ждете, да, а у него именно, любовь. То есть именно такие чувства очень романтические к вам. И да, у вас из-за него могла, конечно, подшатнуться самооценка и чувство даже такой неуверенности в жизни. Не то, что даже неуверенности в себе, иногда вообще во всей жизни, да.
Ну, значит, что-то человек сделал, что-то такое сделал, что такое вел себя, или выглядел так, или еще как-то. Хорошо. Но этот человек вас любит, скорее всего. Так, намерение этого человека к вам. Намерение, интуиция, внутреннее знание. То есть этот человек как-то вот чувствует вас и намеревается показать свои внутренние чувства, свои даже внутренние знания о вас. То есть показать себя более глубоким человеком по отношению к вам. Какие должны быть ваши действия для его возвращения? Свобода. А вам нужно освободиться от ваших комплексов. Ну, правда. Вам нужно почувствовать себя более раскованным человеком. Понимаете, вот эти вот сомнения в себе, там вот это все, там самооценка, там, да, это о чем говорит? О чем? О том, что это наше внутреннее. То есть человек мог это вызвать, как бы, как спусковой крючок. Но оно было, сидело. Или оно и так там уже вызвано было чем-то другим, да, человек подчеркнул, как бы. Но вам нужно освободиться от этого и стать более таким хорошим по отношению к себе, хороший или хорошим по отношению к себе. Ну, то есть любить как-то себя, как-то раскрыться, понимаете? Вот взять и, может быть, уступить в чем-то даже. Уступить себе в том, чтобы быть раскованными, потому что люди именно сами себя заковывают в цепи. Сдайтесь на волю судьбы, сдайтесь на волю жизни. То есть пусть вас несет поток ветра. Чего надо избегать вам? Если вы заведете другие отношения, конечно, ну, как вы сможете быть с этим партнером или партнершей? Вам нужно избегать новых знакомств, новых людей, потому что если вы встретите кого-то еще, с этим человеком вы не будете, он не сможет это вынести, чтобы вы были с другим или с другой. Поэтому вам нужно избегать других людей. Конечно, это очевидно, да? Если вы встретите кого-то нового, как вы будете с этим? То есть, не знакомьтесь, в барах не ходите. Так, причина разрыва, по мнению этого человека, какая? Ну, смотрите, вот я считаю, и знаки на картах тоже нужно рассматривать. Бокалы. Может, человек выпивал вообще? То есть, да, тут связь. Может быть, человек был с кем-то в интимной связи. Из-за этого у вас разрыв. Но это не у каждого проиграется. Может, просто человек с другом постоянно выпивал или вообще постоянно пил. Или еще какие-то зависимости падал. И связь была с зависимостью, допустим. Потому что многие люди разрывают отношения на основе этого, а не настолько на основе измен. То есть, если была измена, вы о ней знаете, почему разрывали отношения, да? Но если ее не было, вы скажете, ах, не проигрывается, да? Ах, не проигрывается. Нет, это может быть алкоголь, его поступки под алкоголем, под наркотиком или еще что-то. И еще третье может быть. У вас не ладилось с интимом. Интимная связь у вас не ладилась с интимом. У вас что-то было не так в этом плане. Ну, правда. Из-за этого тоже часто бывают моменты такие, да. Так, хочет ли человек с вами отношений и вероятность его возвращения к вам? Как-то я немножко растерялась, потому что я вижу, что будущее есть. Человек вернется к вам, и вы будете в любовных отношениях, но почему-то сейчас, на сегодняшний день, хочет ли он отношений? Он хочет отношений с вами на одну ночь.
Может, имеется в виду хотя бы на одну ночь? То есть высшие силы здесь, может, через карты это пытаются передать? Ну, хоть одну бы ночку нам еще, да? Может, они это имеют в виду, что хотя бы разок бы еще там вместе побыть в постели. Вот. Хорошо. Какими будут у вас отношения? И совет или предупреждение. Тут еще вот об этом надо подумать. Однако, высшие силы, Бог вмешиваются в ваши отношения, чтобы они были лучше. У вас всегда будет время подумать. То есть вы вернетесь друг к другу, да? И это время для того, чтобы подумать, а стоит ли дальше оставаться вместе. То есть вам прям дают высшие силы, чтобы вы именно подумали. Объясню почему. Может быть, вы женаты, уже были на грани развода, да? И получается, вам дают еще шанс высшие силы. Дальше, значит, мы здесь видим с вами, как указание для вас, споры какие-то, и причем как будто даже вообще в суде, да, вот прям весы правосудия падают. То есть вы всегда можете, допустим, разойтись, развестись, официально развестись, да. Или вы уже развелись, допустим, но вы можете опять быть вместе, или быть вместе уже неофициально. То есть совет что-то улаживать в плане закона, документов, или каких-то правовых вопросов, или оспаривать что-то. Предупреждение. Ваш партнер или партнерша, да, если имеют с вами какие-то законные связи, тоже может что-то, да, предъявлять. Поэтому будьте внимательны, очень внимательны. И смотрите, чтобы человек не воспользовался ничем таким. Вот. Ну, а в целом я бы сказала, что тут есть перспектива быть вместе. По крайней мере, человек собирается вернуться вроде бы. Вот. Поэтому, да, пользуйтесь этим моментом, если вы хотите с ним быть. Ну, вот такой ответ по второй позиции. И пишите свое мнение об этом оракуле. А теперь позиция номер 3. Будете ли вы вместе, да? И наш тигровый глаз. И первая карта – это ваши чувства к этому человеку. Никак не могу взять карты со стола. Итак, ошибки, да? Ну, смотрите, вы сейчас расстроены. Я бы сказала, очень расстроены. И, ну, это нормально для человека, когда он с кем-то, как сказать, разошелся, да, там, поругался или еще что-то. Сожалеть, быть расстроенным, подчеркивать тот момент, что да, в отношениях были ошибки у вас обоих. Это нормально. И вы расстроены, да, вы расстроены, очень переживаете, и скучаете, и вините себя, может быть, в чем-то, или считаете, что человек наделал ошибок. Вот. Ну, сожалейте о прошлом, сожалейте о том, что было, о вашем разрыве, может быть. То есть об этом карта. Если вы себя не узнаете, вам в другую позицию. Здесь явное сожаление, явные ошибки. Да? Вы знаете, что когда люди расходятся, они оба ошиблись. Оба ошиблись, оба виноваты. А его чувства к вам? А тут прям молния, прям настоящая молния. Человек считает, что вы внезапно, наверное, разошлись. Он что-то не ожидал от вас. Это как-то было непредвиденно. Или вы совершили какой-то совершенно неожиданный поступок для него. Он что-то в шоке. Или неожиданно вы на него наорали, например. Покидали в него посуду, обматерили. Я не знаю, что угодно такое может быть, чего человек совершенно не ожидал. Вот прям что-то произошло такое. Вот прям как внезапное, как молния для него пронзила. Да? И он вообще не думал, что так будет. Ну вообще не думал, понимаете? Что-то его вот так вот поразило прям этого человека. И он сейчас ну, так как-то вот прям на повышенных таких чувствах к вам. Но именно как-то что-то вот в сторону шока. Как что типа шок у него, понимаете? Прям настоящий вот, как вот прям он, ничего себе, вот так, удивление такое. Так, ну намерение этого человека к вам. Путешествие. Как будто человек хочет, допустим, вас пригласить поехать или приехать к вам и предложить как бы как новый опыт в этих отношениях.
Но ему нужна встреча или совместное путешествие, поездка, побыть рядом, чтобы понять вас. Чтобы понять вообще друг друга, да? Интересно. Ладно. Какие должны быть ваши действия для его возвращения? Может быть, не совсем какие-то. Понимаете, не всегда надо прям активно действовать. Вы почему-то должны быть более скромны, робкие. Вы можете тайно любить этого человека, тайно восхищаться этим человеком, но не выявлять это. Почему? Потому что не всегда действия нужны. Иногда инициатива прям наказуема бывает в отношениях. Ну, реально. Ну, бывает такое. И вот это ваш случай. Вам не надо сейчас активно действовать, потому что человек хочет как будто к вам то ли приехать, то ли вас позвать, то ли побыть рядом, вот как новый опыт предложить, да? Пусть бы действовал. Чего вам надо избегать? Ну, песен о любви. Ну, так получается. Потому что мы тут видим знаки, мы тут видим значения, мы тут видим любовь. То есть не надо ему в уши вот это вот петь о том, как вы его обожаете. Это сейчас вредно. Ну, просто вредно. То есть не надо ему вот это стараться постоянно, знаете, вот так вот, типа, письмо любовное, там, ой, сейчас напишу любовное письмо. Многие так делают, очень многие, что мужчины, что женщины, особенно вот при разрыве. Не надо. Не надо ему подавать знак в виде вот этих открыток или роликов, да, с этими душещипательными мелодиями и вечными розами. Роза, там, лебедь, вот это все. Не надо. Это все нельзя. Итак, причина разрыва, по мнению этого человека. Тут какие-то изменения. Внезапные, может, даже изменения. Он, я так понимаю, хотел найти компромисс между вами. Просто не вышло. Что-то произошло такое, как перемена. Вы переменились, например, как ему кажется. И вы не нашли точки соприкосновения. Хотя он пытался. Хочет ли этот человек отношений с вами? И вероятность возвращения человека. Вот смотрите. Вот этот человек хочет с вами отношений и прям свадьбы. Вот прям, чтобы у вас был союз, чтобы у вас все было хорошо. Вот чтобы это. Однако, когда я спрашиваю его вероятности возвращения, идет прям надетая маска. Понимаете? То есть он может не показывать настоящего себя. И вам надо это понять, что это, скорее всего, из-за вашей какой-то инициативы, которая реально здесь не нужна. Какие будут у вас отношения, если вы помиритесь, и совет или предупреждение? Отношения будут замечательные. Вы можете находиться в мире и согласии друг с другом, в очень комфортных, хороших отношениях. Все. Но мы здесь видим другую женщину, которая тоже заинтересована в вашем человеке, если вы гадаете на мужчину. А если вы гадаете на женщину, то какая-то другая женщина заинтересована прямо-таки в вас, если вы мужчина. И вам надо понять, что тут есть либо соперница, либо охотница на вас. И это кто-то вмешивается с очень-очень негативом таким большим, может, с магическим негативом. И вам надо это понять. Да, отношения могут восстановиться, но человек долгое время будет носить маску, не показывать настоящего себя. Вам нужно его раскрыть, но когда он проявит инициативу к вам, потому что вам нельзя проявлять инициативу к нему, хотя он очень хочет на вас жениться или выйти замуж. Вот так. Ну, вот такой вот интересный получился ответ по третьей позиции. А всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.